Все, добрался до сервиса на Хабаровск. Сейчас поменяют мне подушки вот эти. Ну, ТОшку сделают. Фильтрацию, там масло. Что-то все попроверяют. Короче, там предварительно что-то в счете 183 тысячи. Ну, подушки эти что-то дорогие, она одна 39 тысяч. Вот это. Ну, вот пока держит воздух, сейчас вот здесь по кромке пропускает. Ну, короче, мороза не выдержали. Короче, такие дела. Что все снять непонятно, что заснимать. Короче, прибыл. У нас колодки как новые. Диски даже, видите, этот без бортика. 292 тысячи. Ну, я ленюсь тормозить, как говорится. Заехал, 4 колеса купил, в общем, на вот эти две оси. Эту я менял, когда эта соосность сбилась. Ну, уже пора. Там у меня чуть-чуть это боковины зафигаченные были. Тут вот в Хабаровске Бриджстоун. Ну, вот такой. Протектор нормальный, и камни не будут залазить. Ну, пока одно поменяли. Короче, заседаю здесь. Ну и все, доложил обстановку. Да поедем дальше. Что-то так перспективы как-то так себе. Ехать некуда. Может, только на Якутию опять. Потому что цен на запад уехать как-то вообще нету, лишь бы домой только. В общем, такие дела пока. Так, у меня 8 марта. Поехал грузиться. Пришла машина. Вот с нее хватают, заполечивают. Она без палетов. Не ко мне. Поедем в Якутск, съездим. Я тут больше что снимать. Ну, это от картошки у меня осталась сухая шелуха. Не стал это заезжать. Она, ну, это не грязь, а шелуха с молодой картошки. А, это спрайт. Спрайт. Не местный. Так, все, убегать надо. Все, давайте, всем удачи. Будем скоро выдвигаться на ночь глядя. Фанта, баночка, короче, что такое. Все, всем удачи. Выехали, едем. Это я решил границу заснять, а то я тут сколько раз ездил, не обращал внимания, где тут Приморский край с Хабаровским. А тут так невзрачно все. Просто Хабаровский край, синий знак и все. Как раз вот кафешка Эльдорадо. Наверное, все внимание на кафешку. Посмотрел. Вот. А с той стороны написано Приморский край. В общем, никаких монументальных сооружений не замечено. На улице 0. Тут в горах там было +2. Ну, короче, нормально. Полет нормальный. В общем, веса 27. Едем в Якутск. А то больше некуда съездить отсюда. Что-то цены упали на запад. Так что я, наверное, домой вернусь только на Новый год. На следующий. Ну, всегда на Новый год хорошие цены. И ча. Да, сейчас начнется вот эта дорога. Тут горы, вот это возле Бикина. И там нет-нет такие. Встречаются на спусках прыгуны. Здесь тоже место такое. Ладно, в общем, включусь. Бикин буду проезжать, наверное, его надо заснять. На подходах к Бикину. А, сегодня, кстати, 9 марта, да. Это я вчера ночью загрузили меня уже. Тут кто-то вот писал, служил. Здесь вот полигон этот возле Бикина. Это Стрелковая, наверное.
дело к весне, уже сухо везде. Там по пути он с Лехой созванивался. Как раз они там что-то все буксовали. Ну, он говорит, я поднялся нормально, просто не было проезда. Возле Чернышевска там снег пошел. Вчера ночью было. А так в целом по трассе, ну, знакомые едут, кто где, в общем, докладывают обстановку. Так, это догнал меня как раз. А тут сужение. Так, что-то я опять заранее бикин снимаю. Ну, в целом, вот природа, видите, какая. Широколиственные леса. Ну, как-то хвойных немножко тут. А тут это мы мимо проезжаем. Тут стоянка вот нормальная, озеро Роснефти. Но это съезжать надо. Кафешка, душ вот здесь. И вот там вот видно бикин. Ну, тут заездов 3, но я только вот сюда заезжал. И как-то на почту ездил тут на такси. Документы отправлял. Ну, в общем, он весь в стороне бикин. Уже Хабаровский край. А вот, может, отсюда будет видно. Ну да, вот. Ну и вон плюс там за горкой еще. Ну, 5-этажки, 9-этажки. Это 9, наверное, может, не было, но многоэтажные дома. В общем, такие дела. В бикине. Такой-то гонщик. Срочно надо обогнать. Вот сейчас можно. После этого. Ну, езжай. Никого ж нету. Ну, на нарядной Вольве. А я еду так 79, просто на круизе. У меня там Бахтияр, оказывается, я его обогнал. Он на стоянке в этом Спасске Дальнем стоял. С утра созвонились, ты где? А я уже впереди, получается. Ну, я дальше проехал. Все мне не нравилось там, где стать можно. Ну, и думал, у меня потихоньку, ну, километров 80 максимум, наверное, между нами. Так я постоял там, остановился раз. И сейчас на заправку. Перед Хабаровском заеду, там есть ННК, которая с двух сторон пистолеты. Ну, одна колонка, то закончил заправлять, вторую берешь. Ну, с двух сторон удобно, не надо шланг тянуть, ничего. Там до полного нальюсь, да и погнал. Сегодня надо, наверное, куда-нибудь до Новобурейска. Где-то километров 600 еще. Не, отсюда, наверное, ну, 600 с чем-то точно. Ой, извиняюсь. В горле запершило что-то. Короче, едем. Так, природу все оценили, все, да? Местную. Елок не замечено, в общем, так можно сказать. Ну, сейчас мы до Хабаровска все идем на север, потом поворачиваем на запад. А потом опять на север, в Невере. В общем, вот так. Ладно, всем удачи на дорогах. Буду дальше снимать, там что будет. А чутка Хабаровска для тех, кто не был. Так, про объездную не пишите, я еду. Чтобы заправиться здесь. Пацаны заправляют на ННК. А на объездной они не заправляют на ННК. В общем, такие дела. Ну и чуть-чуть прокатиться. Тут сейчас вот эту дорогу сделали, где вот эта разбитая раньше была. Ну, такие, как я поездил, наверное, опять разбитая будет.
Хотя я поэтому нормально везде у меня. По нагрузкам на ося. Не знаю, так кто сталкивался. Вот это же сделали нештрафуемый порог 10%. Ну, как бы теоретически. Ну, у меня ни разу за это никаких разговоров не было. Как это вообще работает, нет, особенно интересует, когда вот эта автоматика меряет, как она будет. Ну, она, по идее, здесь вот на Дальнем Востоке там весы везде поставили, но они все в тестовом режиме, ну, как местные сказали. Это как я раз там грузился в Артеме рыбой, ну и поддонами считаем, типа он говорит количество поддонов, ну, мы расставляем и смотрим, что, ну, надо назад нагрузить, начали растягивать. Наоборот, типа пониже ложить, все, типа 4 поддона осталось. Вывозят 4 поддона такие, как в порту. Ну, они как двойные, получается, огромные, ну, портовские, они вообще не, ну, на них гора такая. И получилась у меня такая куча сзади. И я вот это в Артеме выезжал, и у меня написала номер машины на нем, и типа на группу осей перегруз. Ну, это было еще в августе или когда там. Тоже такие счетоводы, 4 поддона, говорит, осталось. Ну, бывает, что так вроде бы это. С весами непонятно. В общем, я даже ни разу ни с кем. Но я проезжаю, транспортники меня ничего не спрашивают. Там по весам я проезжаю, например, в Бурее. Ну, там тоже никто не выбегает. И как-то... Как надо навалить, конечно, тогда все повыбегают и расскажут сразу поподробнее, какие 10%, и все остальное, наверное, узнаешь. Ну ладно, в общем, включусь там, где... А то тут не похоже, как мы по Хабаровску едем, промзона там, в начале в самом. Ну ладно, еще чутка Хабаровска, ты не был. Ну тут уже похоже на город, ну мы тут окраина идем, получается. Там везде ЖД слева и уже сам центр слева тоже. Тут снежок. Ну, ночью, наверное, начнет все замерзать, 0 градусов. Там весь вопрос, как возле Биробиджана будет. Там, ну, сейчас ровно до Биробиджана 160 километров там, или 170. А потом горы. Ну, там бывает, конечно, гололеда. Что тут расскажешь? Спальные районы. В общем, я так не ориентируюсь, что тут как называется. Роснефть. Сколько тут? 63. Ой, 63-65 дизель. Второй 49-80, пятый 51-70. Ну и сотый есть. Даже подешевле дизеля. 63-15. В общем, едем не спеша. В принципе, по времени сколько сейчас? 3:30 или 4:30 местного. Как бы нормальная. Пробок особо нет. Вот катишься так. Ой. Что у меня тут расход? Я как тронулся 34,4 с Уссурийска. А так вообще, как с дома уехал. Где он тут? Так, ладно, так не щемимся, я тут посередине еду. 35,5 за 47 тысяч километров, вот как я с дома скрылся. Ну, тут много, конечно, когда морозы были, расход был конский вообще. Там я 46,6 до Якутска доходил, был расход. Ну, когда под полтинник, там машина вообще сама не своя. Ну, смесь получается при таком морозе
богатая очень делается. Ну, никуда не денешься. А сейчас, в принципе, веса побольше, а расход поменьше. Ну, в Якутске-то понятно. Я прошлый рейс в Якутск ездил 39,1 у меня получилось. А, ну, как бы, с весом одинаковым, по морозам рейс был 46,6. В общем, такие дела. Мороз не способствует. Мороз мне, не знаю, подушатал машину, я же заезжал после этого. Когда тормозные шланги менял. Ну, потом заменил на всякий случай осушитель. Хотя он там половину показывал, думаю, ладно. 76 что-то я заплатил. Плюс краник положения кабины один. Ну, вот это 76 было. А потом в Хабаровск заехал, сделал ТО. Поменял воздушный фильтр. Все в салоне. Поменяли мне 2 подушки на кабине. И сказали, что передний стабилизатор слева. Ну, типа, вопросы есть. И 2 рычага на заднем мосту. По-моему, все, что это делали мне. Или еще, может, чего-то. Ну да, масло, фильтра. Ну, оригинальное масло вольвовское в Хабаровске было. Короче, 283 я заплатил. И 76. Сколько там? Ну, короче, нормально. И 4 колеса еще купил. На прицеп. А на ведущую так и не купил. Китайскую неохота ставить. Сейчас доезжусь, чувствую. Ну, да, у меня лежат Мишлены, как бы 100 тысяч пробега с нее. Я и снял, зимнюю ставил. Думаю, ладно, уже вот, если такая дорога повезет доехать до дома, закину их как раз до следующей зимы. Что там пикает, кто там? А, это этот остановился пропускать Мерседеса. Ну, я затрынделся, я бы так тоже, может быть, притормозил, что красный горит. Ну, мне лучше там катиться все время. Да, а тут снежок прямо, смотрите, какими хлопьями ложится. И вечером по-любому похолодает. Ну, он, в принципе, такой мокрый, если дорога, ну, морозец даст, то подсушит ее, наоборот, вроде как. А вот этот вот переход, когда на 0 будет, тогда, может, да, визуально будет не видно, что лед. А чуть-чуть начнешь тормозить, и приехал. Но у меня вот машина тормозит вообще отлично. Даже лед, не лед, она вообще как вкопанная, не знаю. Хотя я так вот тормозами пользуюсь, там притормаживаю, получается, как, чтобы там экстренно где-то тормозить. Она у меня бывала там пару раз сама тормозила экстренно. Ну, не в 0, а так вот машины передо мной там сворачивает или что-то еще. Ну, раз Нива разворачивалась там. Ну, она так чук, прям конкретно. Даже ногой, когда тормозишь, не так. Ну, сама потом она увидела, что она с траектории свалила и второй раз не стала дотормаживать. Она же все время на стреме тут. Даже если не включено ничего. Ну, у нее система экстренного торможения встроена, в общем. Радар этот всегда. Ну, а когда на адаптивном едешь, вот сейчас можно включить. Ну, вот сейчас я просто дистанцию держу побольше, чем адаптивный. Адаптивный вот у меня выставлен на максимум вот 5 этих секунд. И он, получается, в секундах меряет, а не в скорости. Ну, не в метрах. То есть будешь быстрее ехать, он будет дальше держать. Медленно едешь, поближе. Ну, то есть секунды реагирования до остановки. Так что я так пока на педали качусь, в общем. А сейчас вот можно адаптивный включить. Вот. Вот он едет. Ага, встал, потому что все встали. Да, кайфный снег идет.
Такие хлопья прямо пушистые, вот на стекло поприлипали. Прям ветра нету, кружится так спокойно. Ну, в общем, вот Хабаровск. А что, до конца снимать, я не знаю, что мне делать. Ну, как раз можно как серию сделать одну. Хабаровск, мост проедем их и конец. А дальше уже Якутия. Так, вроде я посмотрел погоду, там было потепление на прошлой неделе, даже +2 было. По крайней мере, между Алданом и Томотом. А сейчас ночью 17-20 уже. То есть, если даже будет скользко днем, то ночью пронестись можно будет по Титу. Ну, там лишь бы не было вот этого наста снежного, переметов там такого. Потому что, ну, вроде как и посыпка есть, но сама поверхность мягкая, как бы, получается. Как-то так. И цепи одеваешь, только качественнее и быстрее. Канавы копает она, а ехать не едет. Там вот пацанами общался, они там, ну что, все цепи порвали уже и стоят. Шнурок привязали. А там, ну как, спасители катаются, это уголь кто возит там на Алдан или куда-то в тот район. Самосвалы вот эти 8х4, они так хорошо загружены. Ну, вроде они там выручают народ. Я как бы не попадал пока, чтобы на шнуре меня тягали. Я вот прошлым рейсом встал. Ну и то как бы из-за того, что заминка такая была, непонятка. Пошел на 65, где-то может 60 скорость такая. Чуть-чуть не хватило, наверное. Ну и не стал пробовать трогаться с места, назад сдал. А потом со второго раза уже вроде как побыстрее разогнался, но встал. Откатился назад, и, наверное, со второй попытки она на вторую у меня пошла. И, ну и заехала. Там полку проходишь первую, и поровнее уже разогнался до 6-й передачи. Ну и в поворот уже заехал там. Перевал Тит, в общем, если такая погодка будет, то вопросы могут возникнуть. Ну что, скоро весна, что если постоять до весны, то точно проеду. Там мне вроде как сроки никто ничего не говорил. Пока буду там стоять, может, как это, на трассе поторгую кока-колы этой, чтобы зря время не терять. Так. Камри. Так, а тут уже начинает ощущаться пробочное движение. Нам вот здесь направо где-то. Подальше, правда. Так, тут я видел, где-то Анатолий едет в Хабаровск. Не знаю, как он там уж по пути сейчас встретится. Ну, большой груз 40, который. Он еще так, я посмотрел на этот. Ну, перемотал там в конце, он, по-моему, на Хабаровск грузится, 3 листа положил и на них ящики. И когда ему грузили, уже листы, ну, как бы посъезжали там, я не знаю, но они же скользкие по большому счету. Ну, фиг его знает, как-то он так, ну, разберется по-любому. Ну, сам факт, что ехать тревожно будет, там повороты, все это такое. Там на Култуке вот получается на чистых ключах там 12%, там вот этот пупочек есть такой, оно как эффект самосвала еще сработать может.
Ну, лист просто, лист по листу может поехать назад. А на нем 3 движка стоят. Ну, дай бог, все нормально будет. Так, вот она, обнаружена Хабаровская пробка. Вон там наверху нам надо сворачивать. Так, ну Хабаровска по большому счету из-за снега и не видно особо, да? Так, а что мне еще тут доложить по обстановке? Что, в Артеме я проотвисал дня 4 дня за стоянку платил. Да, 4 дня, значит. Ну да, должны были во вторник вот это грузить. А в итоге в среду я приехал и в 10 минут первого, по-моему, как типа 9 числа уже выехал оттуда. Так, он поворотник не включу, я не знаю, что он там хочет сделать. Ну, на грузовике, на спуске как-то тяжело быть вежливым. Ну, типа пропускать. Сейчас моргнешь пропустить сам куда-нибудь там. Ну и все, тут сейчас направо и прямо и налево, и мост будет через Хабаровск, который на 5000. Так, у меня теперь полные баки. РФ полный, короче, и баки полные. Ну, у меня маленький, 750, так что мне надо будет перед поворотом на Якутию заправиться. И уже потом я обычно в Улу на всякий случай там 200-300 литров заливаю, чтобы уже не это лишней суеты не было. Ну, чтобы мало ли стоять, ждать, чтобы солярка в машине была. Так. Ноль градусов по-прежнему. А, я нормально. Ну, передачу не включил, еду. Это предлагает мне отдохнуть. Пипикалка вылазит. Ну вот это вот по прямой, если поехать, вот в центр, наверное. Ну, я так понимаю. Там собор есть какой-то на въезде. Может, в принципе, мы и около центра где-то и катаемся, но по идее нет. Он где-то вот так вот к реке туда. Там тоже, ну, как такая наверху набережная, как-то ездили школой сюда даже. В классе в 10-м, я помню, на поезде. И жили в гостинице «Амур» в центре прямо. Такая, ну, такое старинное здание, не знаю, школьников заселили, мы как эти там бегали. Еще классов было, получается, на что так заселили. Ну, то есть автобус приехал первый, да, ну и увез группу куда-то. А мы ждем. Приехал второй автобус и повез нас в Амур, в этот заселил. А кто первый поехал побыстрее, а они заселились в общагу какого-то
Говорит, даже это, ну, Дубарь там, такие, знаете, условия у нас были. Мы в центре, в этом, а они где-то там, ну, наверное, тоже в центре. Это общежитие, в общем, какого-то института или, может, я не знаю, чего. Короче, как-то так разно нас поселили. Там вот музей хороший такой, военно-морской, ну, или военный музей просто. Ну, так что запомнилось, куда тут нас возили, я уже и не помню. На китайский рынок не возили. Да, раньше как-то проще. Вспоминаю, сейчас детей там все под присмотром, никуда не оставишь, не отправишь. Мы как эти были. Что я в Сочи был, в спортлагерь отправили 1,5 месяца. Мы уже как местные там. Везде ездили, куда-то там лазили. Там сами на электричке, там, я не знаю. Сейчас даже, я не знаю, чтобы своих детей там отправить так. Короче, в советское время по безопасности в этом плане нормально. Так, ну ладно, что тут Хабаровск, я уже почти весь проехал. Непонятно о чем рассказал. Достаточно. Сейчас включусь уже на мосту тогда. Ну вот она, надпись «Река Амур». Единственное, что снег валит, не видно. Ну вот мост, вот это вот фонари, видите, чугунные. Это что-то на 5000-й купюре сфотан он примерно вот оттуда. Показывал кто-то дом там. А тут еще интересный есть объект. Это железнодорожный туннель под Амуром. Да мне в комментариях, я даже и не догадывался, что такое есть. Вот здесь вот справа. И главное, самое удивляет, это годы его постройки. В 1937 году, в связи с, знаешь, там тревожной международной обстановкой, там связанной с Японией, да, которая там уже, ну, движники какие-то наводила. А тут был железнодорожный мост, получается, одна нитка и все. Автомобильного не было. А сейчас получается под нами одна нитка ЖД, рядом одна нитка ЖД, и тоннель 3. Ну и в общем, в 1937 начали строить, в 1941 году закончили. Под водой железнодорожный туннель до сих пор действует. Ну там реконструкцию проводили. Но он один путь, получается. Ну, видно вот это вот, наверное, вент-канавы от туннеля. Вот торчат. И Амур. Оттуда он у нас туда пошел. Течение на Комсомольск-на-Амуре. Что такое? Такие годы, я аж удивился, честно говоря. Сейчас не могут ничего такого, ну, серьезного построить. Представьте, 37 год, какое, да, оборудование было. Все сделали за 4 года. Как бы тут общая длина там что-то 7,5 километров. Ну там же получается сухопутная часть какая-то, как котлован, наверное, рыли. И непосредственно под рекой там около 4 километров. Ну и выход. Потом это все соединили. Ну в общем, могли же. Надо, сделали. Ну какой ценой там, понятно, вопросы. Но все равно удивляет, что те технологии строительства туннелей, да, в те года там, какие были, какие сейчас, и сейчас у нас все дорого, ничего не это. Не, ну, как Северомуйский на БАМе. Ну, там, понятно, там свои приколы. Грунтовые воды туда-сюда, но он там 25 километров, по-моему, длиной. Его закончили только вот в 2000-х годах. А так этот туннель был как-то, мост был такой типа временный. Ну это север, ну БАМ именно, который обходит Байкал с севера там. Так что такие дела. Все, побывали в Хабаровске, уже темнеет, плюс снегопад, плюс все такое. Двигаемся дальше, в общем. Сейчас надо будет это
Это у меня Бахтияр же едет где-то сзади, а может уже спереди, если по объездной поехал. Если будем, ну, сниму машину, на которой он ездит. У него там пушка-гонка. Ладно, удачи всем. Так, ну вот мы за Хабаровском. Это где-то 80 километров я проехал, 70. Все, уже -2, все это стало скользким. И снег продолжает сыпать. Но уже не хлопьями, а такой мелкий. Аж, видите, уже разметать начинает. Уже только что дорога была мокрая, ну, уже солнце садится. Короче, катимся, я так потихоньку еду. Вот впереди меня с переезда как выехали толпой. Как бы лишнее движение неохота делать, там обгонять кого-то по такой погоде. Короче, в темпе аккуратно едем. Такие дела, в общем. Тут зима вернулась. Все, ладно. Это так, чисто лирическое отступление. Уже в темноте снимать не буду ничего. Ну, завтра доложу обстановку. Всем удачи. Так, вот, Бахтияр догнал меня, наконец-то. Ну, мы тут ночевали на Новобурейске. И проехал на посту там. Вот такой аппарат. СК-620. Ну, он заморочился, все заказывал там, как положено. Ну, максимальная комплектация плюс. А как, она даже не влазит в кадр. Так, чисто в движении. Ну вот, Scania в топе, да. Но он так по-серьезному заморочился, когда заказывал. Даже прицеп Шмидц вроде бы, но все усиленное там. Даже этот рама там, все дела. Ладно, буду догонять пытаться.